13 апреля 1870 года все газеты мира спешили сообщить своим читателям сенсационную новость об открытии первого трансконтинентального телеграфа. Он напрямую соединил Великобританию с Индией. Акционерное общество Siemens Гальски проложило через Сухум линию телеграфной связи. На территории Абхазии по всему тракту были поставлены чугунные столбы-опоры, по которым в 5 проводов шла линия индоевропейского телеграфа. Земля вокруг этих столбов была выкуплена Великобританией и до революции считалась собственностью английской королевы. Индоевропейский телеграф поражал современников своей протяженностью – 11 тысяч километров. Линия телеграфа шла по воздуху, а на 2 участках – Ла-Манш и Керченский пролив – кабель проложили по морскому дну. В народе ходила легенда, что на дне Черного моря лежит кабель, да не простой, а с золотыми жилами. 1 мая 1870 года в столицу России, Санкт-Петербург, поступила первая телеграмма из Сухума. Первое здание самой станции индоевропейского телеграфа было построено на Торговой улице. Ныне это улица Айдгылара. К сожалению, это здание не сохранилось. Последняя русско-турецкая война нанесла большой урон индоевропейской телеграфной линии. Многие телеграфные столбы были повалены, а провода сорваны. В 1912 году было выстроено новое здание телеграфа уже на улице Екатерининская, ныне улица Чочуа. Здесь же располагался дом для работников телеграфа. В наше время здание используется под жилье. После Отечественной войны 92-93 годов 3-й этаж загорелся. Во время тушения пожара было вылито 40 тонн воды. Однако, по рассказам очевидцев, ни одна капля не просочилась со 2-го на 1-й этаж, подтверждая качество строительства. За прошедшие 140 лет рамы, окна и двери не испортились и служат до сих пор. Вот этот дом строили англичане. Была такая фирма Лондон-Дели для связи Европы с Азией. В этом доме жили начальство этого фирмы, а в этом доме жили работники этой фирмы. Вот. И работали. Нормальная была связь. Все было хорошо. Вот. Но потом много чего было. Потом революция была, потом это частные квартиры сделали коммунисты. Вот. Сам дом очень грамотно построен. Очень умно и грамотно построен. Сами двери, сами окна, сами это. Все свое родное стоит. Этот дом один гадина после нашей войны с Грузией поджег. Вот, и я был здесь, слава Богу, спас. И огонь потушил, и крышу поменял. Вся крыша сгорела. Много чего в нем. Фундамент. Вот здесь вот внизу целый этаж подвального помещения. И там тоже целый этаж подвального помещения. Мне пришлось после войны, это было, когда на булку хлеба люди не имели, мне пришлось эту крышу полностью поменять. Дом, построенный в начале 20 века, поражает своей сохранностью и архитектурой. Об этом и о многом другом мы решили поговорить с молодым архитектором Сабиной Агарба. Ну и вот, наконец, Сухумская станция индоевропейского телеграфа, тоже очень знаменитое здание, одно из самых старых строений города Сухума. Ну и что у нас здесь по архитектуре, Сабина? Дай нам очень интересно вот такая архитектурная справка этого дома. Ну, здание построено в стиле модерн.
но не типичный модерн для Сухума и даже для России. Дело в том, что здесь мы видим фахверковую конструкцию, которая типична, скорее всего, больше для Центральной Европы и Северной Европы. Но, опять же, повторюсь, не типично для нас. Достаточно простое в плане прямоугольное здание, представляет собой двухэтажный объем с мезонином. Вот. И вот как раз на мезонине мы видим как раз эту достаточно простую конструкцию фахверка. Фахверк – каркасная конструкция, в которой балки расположены не внутри, а снаружи, типичная для крестьянской архитектуры многих стран Центральной и Северной Европы. Это вертикальные и перпендикулярные деревянные вот элементы. Также мезонин конкретно, центральной его частью является четырехчастное большое окно, как мы видим, тоже с декоративными элементами, с характерной растекловкой. Следом, можно сказать, еще симметрия фасада подчеркивается 4 группами спаренных окон вертикальных, узких. Они тоже с характерной растекловкой, обрамлены наличниками первого этажа окна, а между 2 верхними спаренными окнами мы видим тоже декоративный элемент в виде соцветия и стебля, тоже очень характерное для модерна. Также в центральной части мы видим прямоугольные ниши разноразмерные, в которых мы видим декоративный элемент, как барельефы. Эта тема там зооморфная и антропоморфная. Вот в 2 частях мы видим змею и ящерицу, а в центральной композиции мы видим девушку с юношей. Также в центральной части, по центральной оси, мы видим горизонтальный элемент, клеймо, можно так сказать, обрамленной рамой. Вот Скорее я не вижу, всего, где ну это вот, клеймо. видите, в центральной части. И Вы там сейчас видите, пусто. Филенка вот это, да? Ну, Филенка. можно назвать это филенкой, но я думаю, что, скорее всего, в этом месте когда-то размещалось название организации. Надпись. Да, Что да. это такое? Мгм. Вот. Ну и еще хочется сказать, что здание покрыто марсельской черепицей, и, к счастью, она еще сохранилась. Здесь мы, если пройдем, мы видим обломки, но в основном здание еще покрыто этой черепицей. Также характерной особенностью фасада является южный фасад. Ну вот все-таки, Сабина, возвращаясь назад, я бы хотела немножечко, чтобы мы остановились на вот этих изображениях. Все-таки они интересны. Ну, вот эта зооморфная символика. Очень странно, что она присутствует на здании индоевропейского телеграфа. Вроде бы змея – это символ как медицины или еще что-то. И сам вот этот барельеф, где женщина с маленьким ребенком, непонятно, правда, что-то его то ли кормит с тарелочки, то ли еще что-то, но как она могла появиться вот здесь, вот эта символика, на твой взгляд? Но, Что модерн предполагает наличие вот такой да, зооморфной конечно, символики? конечно. Модерн – это, ну, как мы знаем, это символизм. Все, что мы видим на фасаде, обязательно что-то значит. И, естественно, барельефы, которые мы сейчас видим, зооморфные и антропоморфные, они тоже ну, что-то значили. Мне сложно сказать, что конкретно символизировали, например, юноша и девушка. Но змеи, ящерицы, скорее всего, они, возможно, отгоняли от злых духов или вот что-то такое. Что-то из этого. Да, что-то из этого, возможно, да. Сабина, ну мы у главного фасада, и что мы здесь видим?
Да, мы с вами находимся у южного фасада, и тут мы видим малый ризолит с лучковым завершением, также с двухскатной кровлей, которая его венчает. Опять же, повторюсь, с той самой фахверковой конструкцией. Когда-то часть, которая сейчас остеклена, балкона, она была открыта. Отсюда мы еще наблюдаем кессоны. Ну, можно их назвать фальш-кессонами, которые также расположены и как декоративный элемент, вот горизонтально они расположены на первом этаже. И там же мы видим декоративный элемент, характерный тоже для модерна, это венок и спускающиеся две линии вертикальные вниз. Вот. Это тоже один из элементов Да, модерна. да, это очень характерный элемент для модерна. И, кстати, в Сухуми очень много зданий, Вот на именно. которых, да, изображен именно этот. Это, например, дом Ксандополу, который расположен по улице Лакоба рядом с центральным выставочным залом, Да, когда-то с Азовско-Донским банком. да. Вот. И там тоже как раз вот эти декоративные элементы изображены. На ризолите еще его, вот эта арочка тоже один из элементов модерна, правда? Да, да, это вот как раз простая конструкция именно фахверка. Он бывает разный, бывает сложный, но здесь мы видим достаточно простой, но в то же время сдержанный, но в то же время, мне кажется, идеально подходящий этому зданию декоративный элемент. Вот, Сабина, ты сказала, что кессоны на первом этаже. Вот я их не увидела. Где кессоны? Я не знаю, можно их назвать кессонами, либо как филенки, мини-ниши. Вон они расположены, видите, вот горизонтально снизу. Вот где вертикальные эти элементы, а они вот горизонтально обрамляют. Ой, я поняла. Ну, наверное, лучше это назвать не кессонами, это, скорее всего, филенки. Да. Всё же. Кессоны – углубление квадратной или иной формы на поверхности свода, купола или арки. Кессоны видим мы под... Да, но они прям вот одного же размера, и поэтому, я не знаю... Может быть, как один элемент. Ну да, Ага. их тоже сложно назвать кессонами на самом деле. Вот то, что мы видим в этой части, ну, на скате, да, можно так сказать, это тоже Ну сложно. да, на вот этом выносном карнизе, Да, вот да, этой да. вот теремочка этого. И, кстати говоря, с этого ракурса мы хорошо видим конструкцию главного фасада, именно вот деревянную конструкцию фахверковую. И вот мы видим здесь деревянные кронштейны, именно вот с этого ракурса, где мы с вами сейчас находимся. Но зритель заметит, Сабина, что обязательно, я думаю, что вот разрушенные выносные карнизы – это штукатурка с деревянными речками. То Да, есть, если дранка. честно, да, это дранка. Да, к сожалению, в основном старый Сухум, все здания, которые относятся к концу 19 века, началу 20 века, они вот как раз из этого материала, характерного для того времени, были построены. Это, да, дранка. Сабина, ну как архитектор, что ты скажешь? Вот как возможно вот такие здания сохранять? Вот как? Ну, первостепенно, конечно, эти здания нужно обмерять. Не просто габариты здания, не просто там форму оконных и дверных проемов, но обязательно каждый элемент, то есть все детали, там какая растекловка. Вот, например, здесь мы видим, что здесь вот верхняя часть оконного проема, она на мелкие квадратики разбита. Но это все как бы характерно именно для этого здания, да. И то есть вот эти все элементы мы должны четко, хорошо промерить, все декоративные элементы. Вот в случае того, что если мы будем реставрировать, например, здание, мы должны каждый элемент, мало того, что обмерить, мы должны его демонтировать и там отлить и так далее. Ну, в общем, это очень кропотливый, сложный процесс, но он нужен обязательно для того, чтобы вот для примера вот скажу, например, если здание в очень плачевном состоянии, оно нуждается в реставрации, но, например, нет средств, вот на данный момент нет средств на это, тогда нужно здание, ну, нам, естественно, его нужно сохранить. И в первую очередь мы должны, вот еще раз повторюсь, сделать вот эту всю процедуру, то есть обмерить каждый элемент и так далее.
только потом мы уже можем делать какой-то проект Мгм. и Это все, начинать работы вообще по это восстановлению. все понятно, но можно ли такие здания реставрировать современными Конечно. материалами? Современными? Современными. Ну, Ой, например, залить цементом, скажем, вот какие-то элементы. ну, конечно, нет. Нельзя. Это Значит, будет, все да, таки все, что относится к памятникам историко-культурного наследия, обязательно нужно восстанавливать именно по тем технологиям, которые были когда-то. По крайней мере, ну, мы понимаем все, понимаем, какая ситуация сейчас происходит в мире. Конечно, нужно внедрять какие-то современные тоже материалы и так далее, но по всем технологиям, которые были когда-то, конечно же, только так. Это все, что касается именно памятников Мгм. историко-культурного наследия. Опять же, ассоциации. Вот Старая Ограда, не только цветочные навершия у меня ассоциация вызывает, но и как, я не знаю, человек с поднятыми руками, Мгм. ограждающий это здание от каких-то темных сил, Да, может быть. да, слава богу, здесь сохранилась старая ограда и калитка, но она представляет собой два пилона, которые скошены сверху, если мы видим под углом, и сам проем с арочным завершением, он тоже поддерживается калиткой, которая отзеркалена, вот эта линия, дуга, мне Мгм. кажется, напоминает форму глаза, раскрытого глаза. То есть сверху дуга и снизу, и вот мне кажется, это тоже какой-то тоже символизм, я так думаю. И правильно вы сказали насчет навершия вот этих навершие Ограды, ограды, да, это все-таки, конечно, цветочные скорее, да, навершие. мотив, да, это получается сам стебель и соцветие. Также то, что мы говорили как раз на фасаде, Мгм. похоже очень То есть рисунок. Да, повторяет повторяет, фасад, да, повторяет рисунок ограды с фасадом, да. можно сказать, что похожи. Ну, кстати говоря, в Сухуме очень мало, к сожалению, сохранилось именно оград. Самая, наверное, такая хорошо сохранившаяся эта ограда в доме Георгия Михайловича Чачпа Паджанаше. И вот тут и еще ну, некоторые особняки на горе Чернявского тоже там Ну, их сохранились. надо сохранять, Ну да, правда? конечно, да. Но, кстати говоря, я посмотрела выше, Да. там, видимо, жильцы смогли дублировать вот эту калитку, да, и там я посмотрела, что это современная калитка, но она копия этой калитки. Как это здорово, что сознательные жильцы понимают, насколько важно сохранить эту идентичность. Да, согласна. Как мы видим, здесь сохранилась оригинальная керамическая плитка в хорошем состоянии. И я думаю, что внутри тоже когда-то была, ну, в холле когда-то была плитка. Сейчас я не знаю, если мы сможем попасть, мы это увидим, но вот тут, как мы видим, в очень хорошем состоянии сохранилась эта То есть этой оригинальная. плитке уже больше 100 лет, Да, и она да, держится прекрасно. И если ее чуть подреставрировать, да, мне кажется, что да. вот старые вещи, которым сносу нет, Да, выходит. ну, плитка, мне вообще кажется, что так как она везде в Сухуми разная, она как тоже визитная карточка здания всегда. Мы как-то здание ассоциируем именно с плиткой, которая там находится. И вот этот рисунок, кстати, плитки характерен для Сухума. То есть он не только тут, есть еще особняк, в котором есть такая плитка. По этому боковому фасаду мы можем все-таки сказать, что какая-то часть дома выстроена кирпичами. Да, несущие стены основные,
они кирпичные, как мы видим. Также этот фасад северный, он характерен, как мы видим, разноразмерными квадрами, которые обрамляют оконные и дверные проемы, которые тоже вытянутые вверх, вертикальные, которые обрамляют оконные и дверные проемы, и они здесь выступают в качестве наличников. Также мы здесь видим Цоколь. оформление, да, Цоколя. цоколя, тоже разноразмерные квадры, но они уже оттесанные, но имеют какие-то вот Рельефный рельеф, да, такой какой-то весь. рельеф имеют, да. Мгм. Ну, по этой части фасада, по северному, мы можем сказать, что здание в очень хорошем состоянии. Конечно, требуется частичное восстановление и реставрация кровли и карнизов. Вот мы сейчас над нами прям с вами карниз, который, конечно же, в плачевном состоянии. Уже отколупалась штукатурка декоративная, и мы с вами видим вот эту ту самую дранку. И, кстати говоря, здесь мы конкретно ближе подошли, когда к зданию, мы с вами уже можем разглядеть именно декоративные элементы карниза Мгм. выносного. И вот тут, конечно, мы видим, что это все-таки декоративный прием в виде небольших филенок, Да, повторяющихся. больше. Да, Все-таки да. не Ну да, кессоны. да. Не кессоны. Хорошо. Ну, и надо отдать должное все-таки жителям этого дома, которые держат его в хорошем состоянии. Да. Но общий такой ремонт, который лицо дома представляет, конечно, нужно совершить обязательно, чтобы этот памятник культурного наследия все-таки увидели и другие поколения сухумчан. Конечно, да. Мы с вами находились в административном здании доевропейского телеграфа. Этот корпус, он был как жилой. Но можно сказать, что они в плане декоративного оформления и по самой планировке, высотам, конфигурации идентичны с основным зданием. Здесь мы с вами также видим барельефы, и зооморфные, и антропоморфные мотив. Также мы с вами видим здесь вот эти те же стебли и соцветия, о которых мы говорили на том фасаде. Все они также тут присутствуют. И парные оконные проемы вертикальные, все то же, что и в основном здании. Значит, этот дом для сотрудников индоевропейского телеграфа был построен, поэтому они и похожи архитектурно тоже. Да. Мгм.